Здравствуйте, мои дорогие, любимые, с вами снова канал Элайф. И сегодня у нас три расклада в одном видео. Первая тема – это кто вы по призванию. Вторая тема – сможете ли вы жить в другой стране. И третья тема – кто вам сделает предложение. Начинать я, конечно же, буду с первого расклада. Кто вы по призванию. Гадать я буду на Таро Евы. Напоминаю, что видео всегда актуальный момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Чтобы выбрать один из этих раскладов, два или все три, вам нужно перейти в описание к видео, увидеть тайм-коды. Там все расписано. Вы можете одну из 4 позиций выбирать или несколько и ориентироваться именно на тайм-коды, где какой расклад находится и так далее. Разворачивается описание к видео прямо под названием, либо вы можете увидеть тайм-коды на дорожке, которая перематывает ролик, если вы сидите за компьютером. Вот эта дорожка видео, там есть тоже обозначение тайм-кодов. Все очень просто и легко. Итак, мы с вами приступим сейчас к гаданию. У нас будет 4 позиции. Сначала я буду на Таро Евы выкладывать по одной карте, кто вы по призванию, а потом мы, естественно, будем докладывать. И пока я выкладываю карты, я вас также приглашаю на индивидуальные расклады, консультации и ритуалы. Пишите мне в Viber, WhatsApp, ВКонтакте, в Instagram, в Telegram. Я вам отвечу, сообщу все свои условия, цены, и мы с вами обязательно поработаем. Итак, обозначаем наши позиции. Первая позиция – это у нас вот такая вот прекрасная черепашка из тигрового глаза. Вторая позиция – это пирамидка из флюорита. Она переливается. Третья позиция – это яблоко из полосатого оникса. И четвертая позиция – наш радохорозит. Такой вот кристалл радохорозита. То, что шевелится за кадром, это мой мопс Демид. Познакомьтесь сразу же с ним. Первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. И первый наш расклад, кто вы по призванию, будет первая позиция сейчас. Итак, наша черепашка. Вот такая вот смешная, интересная. Вообще это камень Шивы, вы знаете. Итак, ваша первая карта. Кто вы по призванию? И сразу же вышла карта Иерофант. Ну ничего себе. И сразу бросается на этой карте в глаза то, что человек может преподавать. Ну правильно же, преподавать, рассказывать, обучать. То есть вы, по сути, по призванию учитель, преподаватель или человек, который может доносить информацию. Оратор. Ну так получается. Вообще карта Иерофанта всегда показывает милосердного человека, великодушного, очень доброго. Он умеет дать совет, он верен каким-то традициям. И мы здесь видим абсолютно разные традиции. То есть на карте собраны разные религии, разные традиции народов, но это все одно и то же. То есть человек, который на заднем плане, и голубь мира, да, показывает, что это все одно и то же. Вот в Индии, вашими Сай-Бабы, есть музей всех религий. Вот тут то же самое, да, на карте собрано, как музей всех религий, можно сказать. И мы понимаем, что Бог один, а вы можете, по сути, доносить информацию, которая связана с любой религией, традицией или Богом. То есть, если у вас есть приверженность к какому-то вероисповеданию, вы можете это все рассказывать и другим. У вас есть такой талант, да, у вас есть такое призвание. И еще и призвание быть верным чему-то, ну, какой-то системе, допустим, и следовать за этой системой. Конечно же, такой человек может стать и историком. Почему? Потому что он изучает, допустим, традиции, обычаи своего народа или каких-то других народов. И он очень совестливый человек, да? То есть вы совестливый человек. Вы не станете людей обманывать. Вы больше приверженец такой вот какой-то вот доброй профессии, которая служит людям. Я это так здесь вижу. Давайте добавлять карты. Что еще увидят высшие силы про вас, про ваше призвание, кроме этого Иерофанта? Сейчас мы посмотрим. Карта сама выпала. Интересно. Рыцарь перьев. Но мы здесь видим человека уж медицинской профессии, конечно же, со скальпелем. Ну, естественно, Иерофант и рыцарь перьев в этой колоде в сочетании своем показывают очень доброго доктора, да? Доктора, кандидата медицинских наук, медсестру,
медбрата, фельдшера, ветеринара, кого угодно, да, кто может, опять же, делать людям добро, доносить до них информацию, сидеть на консультациях, просвещать. И чаще всего работает не ради денег, а ради науки, ради медицины, ради того, чтобы кому-то помогать. То есть вот у вас есть еще и медицинский дар на самом деле. Не только вы можете, допустим, служить верой и правдой там, какому-то течению, да, а еще и очень сильно помочь в плане излечения, исцеления или даже продвинуть это все в науке. То есть вы даже человек науки можете быть, это уже вторая карта подтвердила. Здесь у нас явно человек, который изучает. Здесь видны лекции, здесь видно изучение человеческого тела. И мы понимаем, что вот он сидит со скальпелем и хочет это все понять, это хочет все изучить, и ему это все интересно. У него очень острый ум. Это значит, что у вас может быть сильная логика. Очень такой ясный ум, когда вы схватываете все на лету, здравый смысл и желание учиться, желание познавать. Давайте еще карту доставать. Мы здесь видим двойку перьев. Двойка перьев, естественно, показывает, когда человек совершенно погрузился в книги. Да, в книги. То есть вы книжный человек, вы человек, который любит читать, любит просвещение, любит различные, там, не знаю, какие-то вот прям глубины знаний, когда он углубляется на 100%. Он может уставать, такой человек, вы можете уставать, это нормально, вам не нужно себя ругать за то, что вы устали. Но вы по призванию явно очень умный, ученый. Но я это так вижу. Все-таки человек, который может сделать что-то невероятное для нашего мира. Либо просвещать, либо сделать даже что-то невероятное для медицины, какой-то прорыв в медицине. Это в вас все есть. И карты здесь это показали, что у вас очень сильный ум. Вы не можете его спрятать. Вам нельзя его прятать. Если вы вдруг еще не раскрылись ни в одной из этих сфер, да, то обязательно раскрывайтесь, потому что ваш ум очень серьезный. И человек с таким умом, он не может зарыть свой талант в землю. Обязательно обратите на это внимание. Ну, вот такая вот у нас первая позиция. А мы перейдем к позиции номер 2. Кто вы по призванию? Наша флюоритовая пирамидка. Давайте посмотрим. Первая карта у нас – это сила. Ну, ничего себе. Опять же, старший аркан, да, у нас выпал. Первое, что на этой карте бросается в глаза, это уверенность в себе. Ну, естественно, это страстный, стойкий, харизматичный, какой-то вот прям человек с повышенным магнетизмом, уровнем привлекательности, сексуальный человек, энергичный. Да? И у такого человека очень большой запас жизненных сил и энергии. Неважно, мужчина это или женщина. Такой человек может свернуть горы в своей жизни. Он может работать на тяжелой физической работе, это правда. Такой человек может стать, ну, например, массажистом, может стать ветеринаром, может стать любым человеком физического труда, даже фитнес-тренером, да? А может быть просто очень богатым человеком. То есть тот, кто невероятно смог укрепить свое финансовое положение с помощью внутренней силы и энергии. Как это делается? Это когда человек прирожденный бизнесмен, предприниматель или руководитель. То есть, ну, вы же не можете исключить из карты сила руководящее качество, потому что это явный лидер. Мы здесь видим знак льва. То есть, возможно, даже ваш тотем лев, да? Или просто мы видим, что это сила льва. Звериная сила, невероятная сила, сметающая всю на своем пути. И, естественно, всех конкурентов. В мире конкуренции вы явно сильнее других. Это видно по карте. Карта очень благородная, светлая и хорошая. Такой человек не может быть пройдохой или мошенником. Но давайте добавлять еще карты. Что еще скажут здесь? Ну, карта мага. Вот видите, как интересно. Еще и карта мага выпала. Второй старший аркан. Такой человек может рождать в мир что-то новое. То есть новые интересные проекты, идеи, задумки, творчество или нововведения в любой сфере. Ему подвластны все 4 стихии, а это значит, что он владеет абсолютно любой профессией, но проявляет в этой профессии лидерство,
может становиться руководителем, начальником, хозяином. Понимаете? И за что бы вы ни взялись, вы свой талант к руководству проявите, будете идти на самый верх и оттуда уже проявлять дар руководителя. То есть сделать так, чтобы в этой сфере все процветало, все двигалось слаженно, правильно, четко, и вы могли бы этим руководить, распоряжаться и двигать в определенном направлении явного развития. Маг, он и есть маг, он творит свою реальность самостоятельно, он делает ровно то, что хочет, что задумал. Если он задумал нечто прекрасное, хорошее, совершенное и невероятно большое, он все равно этого добьется, он все равно это сделает, тем более, что мы видим здесь карту сила, то есть карту невероятной вашей силы внутренней, энергетической, физической и так далее. Маг, опять же, это человек, очень уверенный в себе. То есть у вас вторая карта подтвердила, что вы уверены в себе. Если вы сейчас уверенность в себе не чувствуете, это значит, что вы ее где-то затоптали. Срочно открывайте в себе этот сундучок. Карта всегда показывает огромный потенциал, так же, как и карта сила и самостоятельность. Да? То есть вы можете действовать в одного без всяких проблем. Вам не нужны руководители. Вами, когда руководят, вас это раздражает. Скорее всего, так. Конечно, вы активный человек по природе, по призванию, очень быстрый и хваткий. У вас серьезный ум, очень быстро схватываете все сразу и на лету. Вы очень обладаете невероятной силой воли. И вы ставите цели, идете к ним, несмотря ни на что. Вижу цель, не вижу препятствий. У вас очень высокий уровень интеллекта от рождения. И, естественно, невероятная коммуникабельность. Вы можете убедить кого угодно, в чем угодно. Смотрим следующую карту. Карта «Восьмерка чаш». Карта явно показывает, что вам в жизни нужно что-то менять. Менять обстановку, может быть, менять деятельность, работу. На сегодняшний день это так. Ну, конечно, эта карта также показывает, что вы легко расстаетесь. Есть у вас такое качество, что вы можете менять способы действий очень быстро, вы можете расставаться даже с какими-то своими неверными убеждениями, если вы убедились, что эти убеждения неверные, да? Вы можете быть очень импульсивным и эмоциональным человеком. И вы часто ищете новые впечатления и эмоции. Может быть, действуете даже под влиянием эмоций. Эти две карты этого не допускают. Есть диссонанс, а это значит, что вам нужно работать над собой. Конечно же, эта карта показывает, что вы можете часто менять деятельность, направление деятельности, место дислокации. Вы можете хотеть и любить путешествовать, менять страны, менять окружение. Но если вы хороший руководитель и чем-то начнете руководить, вы начнете постоянно менять стратегию компании и постоянно двигаться в ногу со временем. Это, в принципе, неплохо. То есть, когда вы постоянно подстраиваетесь под окружающую действительность, которая постоянно тоже меняется, она текуча, да, наша окружающая реальность текуча. И мы, соответственно, должны подстраиваться под все нововведения. Может быть, эта карта указала, «Восьмерка чаш», именно это. Ну, вот такая вот у нас вторая позиция. А мы перейдем дальше, к третьей позиции. Кто вы по призванию? Кто вы по призванию? Давайте смотреть. Наше яблоко из полосатого оникса. Третья позиция. И первая карта у нас это королева чаш. Ну, прекрасная карта, сами знаете. Это очень чувствительный человек, который обладает явно интуицией и экстрасенсорными способностями. Неважно, мужчина вы или женщина, у вас есть экстрасенсорные, паранормальные способности к ясновидению, яснознанию, гаданиям, эзотерике, к магии, к развитию в этом направлении. Может быть, дар психологии, да, психолог, и также астрология, нумерология и так далее. То есть это все в вас, оно есть. Я не говорю, что вы обязаны этим там работать, да, но у вас есть такой дар, интуиция на высшем уровне, и вы можете с помощью высокого уровня интуиции добиваться в жизни чего угодно. Второй дар королевы чаш – это помогать людям. То есть она настолько добра, вот вы добры, да, невероятно добры, вы любите людей, и вы можете им помогать в чем угодно. То есть это любая профессия, связанная с помощью, с социумом, с тем, чтобы
как-то делать добро людям. Это может быть медицинская профессия, это может быть там, преподавание, учительствование, да? Это может быть детский сад, это может быть, допустим, когда вы меценат, благотворительный фонд, ветеринар, то есть любым живым существам, не только людям можете помогать, психолог, да, то есть это вот что угодно связано с диалогом, когда вы человеку что-то делаете хорошее или говорите что-то хорошее, он успокаивается, вы его консультируете, вы с ним взаимодействуете, вы можете его провести от одной точки к другой, чтобы он вышел из какого-нибудь кризиса, то есть юристы тоже сюда подходят, сами понимаете. Вообще королева чаш, она очень эмоциональная, чувствительная и впечатлительная. Это может ей мешать зарабатывать. То есть она работает эмоциями, она с жаром принимает на себя проблемы людей, участвует, вот как будто сама с ними живет. Соответственно, это очень мягкий человек. И это не руководитель, да? Не руководитель, это просто мягкий человек, вот, который может наняться на работу или даже, ну пусть и открыть свой кабинет, да, но всегда будет с жаром участвовать в бедах и проблемах других людей. И вам нужно это знать, что у вас такая душа, такое сердце, что вы будете проникаться настроениями, чувствами других, вы эмпат, и всегда будете будто бы проживать с ними их проблемы. А это значит, что вы можете класть здоровье на работу. Это правда. Но это ваша жизнь, это ваше призвание, вы так рождены, понимаете? И, естественно, вы очень справедливый человек, вы преданный человек, вы всегда поможете, даже если вам не заплатили, понимаете? Вы очень боитесь быть отвергнутым или отвергнутой, вы очень ранимы, и, соответственно, вы хотите быть нужным человеком для других людей. У вас прекрасное воображение. Я считаю, что любая королева чаш обладает невероятной фантазией. Она может писать детские сказки, или он. Почему? Потому что есть вот эта чувствительность, есть вот эта невероятная фантазия, которую у других людей просто не найти в голове. Вы настолько можете изобразить другой мир и прожить его, что потом будет ясно, что он где-то существует, понимаете? Когда я смотрю на королеву чаш, я понимаю, что, конечно, это чаще всего женщина, да, но это может быть ведь и мужчина чувствительный. Когда я вижу эту карту, я понимаю, это как мама, бабушка, сестра, тетя, да, вот. Ну вот кто-то такой. Но если мужчина, то это очень добрый, мягкий, покладистый мужчина, очень приятный человек, с которым любая женщина будет себя чувствовать довольно спокойно. Ну, давайте смотреть дальше. Вторая карта. Тройка свечей. Тройка свечей. Но это уже карта, показывающая дар к торговле, да? Дар к торговле и коммерции. Вы можете быть связаны одним призванием и вот этим качеством, да? Что первая карта у нас, конечно, самая важная, но все-таки, разговаривая с людьми, помогая им, вы можете им помочь выбрать товар, да? Товар, оказать услугу по выбору чего бы то ни было. Поэтому это хорошие торговцы, предприниматели, которые могут что-то продавать даже в социальных сетях или просто в интернете. И это люди, которые могут оказать любые услуги, опять же, и помочь человеку определиться, там, например, с выбором недвижимости. Поэтому, если вы агент по недвижимости, это тоже ваш дар. Вы вникаете в человеческую проблему, как королева чаш, да, и имеете жилку, чтобы хорошо подобрать недвижимость. Опять же, также и юридические консультации очень хорошо сюда подходят. Извиняюсь за самолеты, я не могу регулировать, чтобы они не летали. Соответственно, когда я вижу тройку свечей, я понимаю, что это карта изобилия. Вы можете привлекать в свою жизнь изобилие даром убеждения в чем угодно, да, в чем угодно. То есть вы можете, по сути, продать что угодно. Просто потому, что вы чувствительный человек, который ощущает интуитивно, что человеку нужно на сегодняшний день. Вы можете подобрать гардероб, вы можете подобрать телевизор, вы можете подобрать квартиру или машину, это не важно. Смотрим следующую карту и видим здесь умеренность. Карта спокойствия, да, человека, который с душой воспринимает каждого и очень спокойный человек или пытается успокоить других. То есть вы можете и внутри и не быть спокойным человеком, но явно можете привести кого-то к спокойствию, что тоже является невероятным даром. Это дар исцеления,
Карта умеренность чаще всего показывает людей, которые могут исцелять других. Более того, вы можете создавать очень хорошую рабочую атмосферу. Вы можете сотрудничать, у вас это проблем не вызывает, и даже если это ваш начальник, у вас не вызовет это внутреннего диссонанса, что есть начальник. И вы можете выполнять любую работу, которая требует терпения. Это правда, то есть вот аккуратность, выдержка, терпение, вы садитесь и делаете монотонно, да. Карта может показывать очень долгую работу на одном и том же месте, ну, даже годами, там, 20-летиями, да. И можете очень долгий проект осуществлять с терпением, то есть у вас терпения хватает. Карта может показывать экономиста, сидящего долгое время на одном и том же месте, или бухгалтера, да. Но это же тоже помощь людям, и это тоже есть вот эта вот торговая жилка или как денежная жилка. То есть когда человек знает, вот где какие подсчеты вести, это все у вас связано. Ну вот такая вот позиция номер 3. А мы идем к 4-й позиции. Следующая будет 4-я позиция. Тема расклада «Кто вы по призванию?» Наш Радахаразит. Давайте смотреть первую карту. У нас 4 свечей. Хорошая карта. Сразу, что идет на ум по этой карте, это хороший семьянин, да, или там хорошая жена, хороший муж. То есть человек, который может жить в семье и всю эту семью объединять в один коллектив. Семейный бизнес тоже вот хороший вариант. Но также эта карта показывает человека праздника. То есть это тот, кто уверен в себе, открыт, и он является самым настоящим оптимистом. Это очень коммуникабельный и гостеприимный человек. Поэтому вы являетесь настоящей душкой. Харизматичный, интересный, веселый человек. Такой человек является привлекательным для многих. Вы умеете сочувствовать другим, и, соответственно, все вас любят. Ну вот это сразу же позитив на карте, да, позитив. Вас любят абсолютно все. А это значит, что вы можете добиваться процветания в своей жизни, вы можете буквально собирать хороший урожай. Вы можете устраивать очень благоприятный климат в любом коллективе. Вы являетесь, и все сразу становятся веселые, счастливые, вы всех объединили. В коллективе вы можете работать, вы не одиночка, вы человек социальный и можете хорошо общаться с любой командой. Не просто хорошо общаться, а еще и руководить. Но вам не принципиально быть руководителем. По сути, такой человек может заниматься даже своим бизнесом, который организует свадьбы, праздники, вечеринки, концерты. И быть медийной личностью. То есть человек, который может выступать на сцене без всяких проблем, может устраивать корпоративы, может быть тамадой, может быть артистом, актером, там, да, певицей, певцом. Вот такая сценическая личность. Человек, который может выступать на сцене, быть в театре и так далее. Творческая натура, которая любит быть в центре внимания. И, конечно, что у вас внутри происходит, многие люди могут не знать и не думать об этом. Всем главное ваша внешность, ваша харизма, ваша веселость, что вот сейчас вы придете, и всем станет хорошо, радостно. У всех ассоциация с вами – это с удовольствием. То есть вы и удовольствие – это два синонима, понимаете? Поэтому, когда у вас проблемы, трудности, вас люди не узнают, если вы это показали. Или просто не хотят об этом слышать, ну, если честно. Потому что они привыкли к другому. Давайте посмотрим еще карту. Следующая карта – 3 пентаклей. Вы еще и можете стать профессионалом. Обладать настоящим мастерством в каком-то деле, которое ценится многими людьми. Карта здесь показывает иконописца, которым восхищаются. Но здесь может быть что угодно. То есть человек, ну, допустим, выступающий на сцене, там, или актер, певец, который является настоящим профессионалом, и его все уважают и ценят. А это значит, что человек над этим работал. У вас есть невероятная трудоспособность. Вы с любовью и мастерством выполняете свою работу. Можете выполнять, стать мастером. Не знаю, добились вы этого в жизни или нет, но добьетесь обязательно.
Вы можете также быть связаны с любой недвижимостью, строительством, судя по тройке пентаклей, и просто бизнесменом или человеком, который находится в команде, да, которая добивается каких-то целей. Любая командная работа, что здесь, очень хорошо просматривается. Вы не одиночка, опять же, карта подтвердила. Конечно же, вы очень трудолюбивый человек. Вы можете работать сколько угодно. Вы можете быть очень ответственным и порядочным человеком. Вы умеете учиться, у вас есть дар к обучению. И вы постоянно совершенствуетесь. То есть чем дальше, тем больше развиваетесь. Карты это совершенно точно передали здесь, что вы умны, и вы никогда не сдаетесь. Вы будете идти вперед, вы будете все время наращивать свой потенциал в работе. Давайте посмотрим еще карту. Сразу же просматривается, что вы должны быть в браке, да, то есть в будущем, если не сейчас, то у вас должна быть большая крепкая семья. Так, смотрим дальше. Пятерка перьев. Ну, пятерка перьев, видите, показывает, что иногда вы боитесь слишком сильного внимания к себе. А здесь люди окружили, да, и каждый лезет со своим инструментом к женщине. Это как страшный сон, как кошмар, да. И карта показывает, что если вы станете слишком популярны, если вас начнут преследовать папарацци, вам это не понравится. Это может быть внутренним блоком к тому, чтобы стать полностью популярным, богатым, известным человеком. Вы можете стать известным человеком, это правда, но вы внутри этого побаиваетесь, что вас окружат и начнут постоянно донимать. И эту блокировку вам нужно убирать, конечно, из себя, потому что, ну, вы сами должны понимать, на самом деле не так уж это страшно. С этим может справляться охрана, ваши близкие и так далее. Слишком сильного внимания со стороны вы побаиваетесь, но это можно преодолеть. Карта пятерка перьев показала, что вы можете взрываться, вы можете уходить в депрессняк и так далее, просто от того, что слишком много получили внимания. Поэтому не перегибайте палку, а постарайтесь просто создать ту атмосферу, где вас не будут донимать, или просто перестать этого бояться, то есть убрать этот блок. А на самом деле вы, в принципе, во всем остальном невероятно прекрасны. И я считаю, что вы можете добиться чего угодно. Ну, вот такая вот у нас четвертая позиция. Вот такой был расклад на ваше призвание. Пишите свое мнение об этом раскладе. Я жду ваших комментариев, я жду ваших подписок и лайков. И можете оставаться, естественно, нужно оставаться на следующую тему, на следующий наш расклад. А следующий расклад: сможете ли вы жить в другой стране. Я буду использовать Таро чернильной ведьмы. У нас будет 4 позиции. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент вашего просмотра, даже если оно записано много лет назад. Вы можете загадывать в какой-то срок, сможете ли вы жить в другой стране, да? Либо просто в жизни. Вот. И давайте украшать наши позиции. Первая позиция, вторая позиция, третья позиция и четвертая позиция. Первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. У нас все очень просто, в описании есть тайм-коды. А мы начинаем с первой позиции. Остальные я пока отставляю в сторону. Сможете ли вы жить в другой стране? И первая карта у нас: что вы в другой стране найдете? Что вы найдете в другой стране? Девятка пентаклей. Ну, первая карта, девятка пентаклей, очень хорошая. Мы видим, что вы в другой стране найдете богатство и процветание по этой карте. Исполнятся все ваши мечты в плане благосостояния, в плане богатства, да, в плане, может быть, недвижимости или просто условий проживания, заработка. То есть это совершенно точно. Карта говорит о именно финансовом процветании. Она также показывает и духовное благополучие в жизни.
То есть когда человек духовно цветет и он счастлив. В другой стране вы как будто бы почувствуете безопасность и стабильность, и уверенность в завтрашнем дне. Давайте добавлять карты. Но девятка пентаклей, она, конечно, меня здесь очень порадовала. Начало расклада хорошее. Добавляем карты. Что еще вы найдете в другой стране? Что приобретете для себя, да? Так, ну мы здесь видим шестерку жезлов и пятерку кубков, которые в первую очередь говорят о том, что вот по шестерке жезлов вы получите общественное признание в другой стране. И может быть такое, что либо просто социальное одобрение, то есть когда вас принимают другие люди, когда они с вами хорошо общаются, да? Карта показывает высокий статус. Можете добиться сильного повышения, продвижения по карьерной лестнице или даже занятия своим делом. Но все это будут достижения, которые вы заслужили своим трудом. То есть вот просто само оно нет, оно именно по вашим заслугам идет. Если вы работаете, если вы стараетесь, если вы делаете, вкладываете энергию, тогда это все к вам придет. Вот эта радость, счастье, триумф, победа, да, и богатство. А если вы не будете предпринимать таких вещей, конечно же, никаких результатов вы не получите. Вам и нужно это осознавать, что для того, чтобы все это сделать, это нужно заслужить, нужно работать. Но карты показываются замечательные, то есть перспективы у вас очень хорошие. Дальше мы видим пятерку кубков, и она говорит о том, что ваша душа в другой стране повзрослеет. То есть идет закалка. Да, вам придется пройти и некоторые испытания. Ну, естественно, когда ты начинаешь, другая страна, она всегда тебя испытывает. Даже если вы с одного региона своей страны в другой переедете, это будет вас испытывать. И здесь есть испытания, но ваша душа повзрослеет, ваша душа наберется опыта, и вы станете, возможно, более усовершенствованным человеком. Давайте теперь посмотрим, что вы потеряете. Мы всегда что-то находим и что-то теряем. Вот что вы в другой стране потеряете? Король Пентаклей. Ну, здесь мы видим не просто король Пентаклей, карта мужчины, например, а еще и карточного игрока. Мы здесь видим человека, у которого явная игромания. Может быть, вы потеряете какого-то человека, у которого есть зависимости от игры, от удачи, от желания легких денег в жизни. Может быть, вы просто потеряете возможность постоянно иметь деньги от мужчины легким способом. Тоже такой вариант возможен. Карта показывает фартового человека, ну, даже, как сказать, удачливого с одной стороны, а с другой стороны, который может в один прекрасный день все это проиграть. И у него произойдет слом, да, и зависимость. Поэтому, может быть, уже такое случилось, и вам нужно вот это осознать, что это может случилось, а может быть случиться в будущем. И мы никогда не можем опереться на нестабильных людей в жизни. А этот человек явно, вопреки другим королям Пентаклей, в других колодах нестабилен. Он может сегодня иметь удачу, а завтра ее всю упустить, понимаете? И я считаю, что вы упускаете либо человека, который является нестабильным, либо какие-то нестабильные отношения, где нужно надеяться на удачу, либо работу, заработок и получение денег с помощью простой какой-то удачи и случайным способом. Вот это у вас уходит. То есть у вас будет в другой стране стабильный заработок, на который можно опереться, и ваше трудолюбие, да, вас за это будут уважать. А вот это уходит. Уходит вот это вот желание просто легких денег. Ну, посмотрим дальше. Подойдет ли вам климат? Подойдет ли вам климат в другой стране? Вышла карта сила. Сила показывает, что организм борется. Это значит, что сначала вам придется пережить акклиматизацию. Но потом вы адаптируетесь, и ваш сильный организм выдержит этот климат, и с этим климатом будет в хорошем коннекте. Поэтому, пережив акклиматизацию, дальше все будет у вас хорошо. Карта показала, что климат вам подойдет. Вообще любой человек, переезжая хоть куда, переживает некоторую акклиматизацию. И карта это и показала, что да, бывают проблемы, но вы их проходите, а организм адаптируется.
Поэтому с этим все в порядке. Следующий вопрос закономерный. Сможете ли вы найти работу в другой стране? Шестерка мечей показывает как раз-таки ваш переезд. И что идет переход с одного места работы на другой. Поэтому, во-первых, да, вы найдете работу, а может быть и не один раз. Карта показала, может быть, сначала будет одна работа, потом вы перейдете на другую или даже по новой стране сделаете переезд. Совершите переезд или переход на другую работу. Ну, как с одного места на другое, да. Но, однако, это хорошая позитивная карта, шестерка мечей. Она показывает, что вы однозначно найдете работу, и все будет хорошо. И сам по себе уже переезд показался. Но все-таки я спрошу следующий вопрос, а будет ли переезд в будущем? Либо в загаданный срок, который вы загадываете, либо просто будет ли переезд. Вышла карта семерка жезлов. Семерка жезлов, она показывает, что не без борьбы. То есть у вас будет переезд, но вам за этот переезд придется побороться. Вы победите, вы одержите победу, вы, так скажем, заберетесь на вершину, но сначала придется побегать. Вот побегать, посуетиться, пооформлять документы, может быть и не один раз, и будет несколько попыток, но все-таки карта показывает перемены к лучшему, да, и перспективы того, что вы переедете в будущем или в загаданный срок в другую страну. Но не без борьбы. Я еще раз повторяю, что вам придется за это побороться и постараться. Ну, вот такая вот у нас первая позиция. А мы перейдем к позиции номер 2. Сможете ли вы жить в другой стране? Наша бабочка. И первая карта, что вы приобретаете, что вы найдете в другой стране, что вы найдете для себя в другой стране. Десятка пентаклей. Ну, это карта процветания, богатства, стабильности. И это прекрасная карта, конечно. Дом, семью и полное обеспечение вы найдете в другой стране. Это совершенно точно. Ну, конечно же, эта карта еще может показывать, что вы прям сможете в другой стране точно приобрести на себя имущество. Вообще, это условие для проживания в стране. Для многих стран это реально условие, потому что в некоторых странах есть недвижимость очень дорогая. И когда ты приобретаешь, неважно, дорогую, дешевую, во многих странах есть даже условия, что если ты приобрел недвижимость, ты можешь приобрести, там, не знаю, вид на жительство, гражданство только за счет того, что у тебя есть имущество. Поэтому карта показывает часто приобретение имущества на себя в этой стране. Ну и карта-то это не одинокого человека. Он обязательно живет в семье. Поэтому, если у вас сейчас нет семьи, в другой стране вы приобретете семью, да? Ну, хорошо, давайте посмотрим, что еще вы приобретете в другой стране. Что вы найдете там для себя. Шут. И четверка кубков. Ну, что я тут могу сказать? Шут показывает часто начало новой жизни. Мы здесь видим все-таки, как кошка пытается птичку, да, в клетке поймать. Это правда. Может быть такое, что по этой именно карте сначала вам покажется, что вы в ловушку попали в этой стране, в новой, да, но потом окажется, что это был акт свободы. То есть, когда... Если клетка сейчас распахнется, птичка вылетит, она будет навсегда свободной. Кошке не удастся вытащить птичку из клетки, потому что клетка защищает птичку от нападений, да? Но если все-таки дверка откроется, птичка все равно станет свободной, а не попадет в лапы коту, правильно? Поэтому вы, может, и почувствуете, что кто-то пытается вас там взять в оборот, или почувствуете себя, может быть, как птичка в клетке, но это не означает, что это правда, то есть это будет ваша некоторая иллюзия, я это так вижу. И наоборот, акт свободы, акт ощущения свободы, ощущение нового пути и наоборот защиты, да, даже если на вас кто-то пытается там поклеп совершить, напасть или еще что-то, это все равно вы будете защищены. Может быть, вам сначала будет казаться, что вы юридически не защищены в этой стране, а на самом деле это не так. Юридическая защита в новой стране у вас тоже будет. Четверка кубков у нас показывает игру.
да, игру. Возможно, в новой стране вы обретете друзей, приятелей и сможете найти общение очень спокойное, где люди общаются вот, ну, как-то весело друг с другом, может быть, игриво, да, какое-то такое общество небольшое, где все всегда тихо, хорошо, спокойно и весело, без напряга, то есть общение без напряга. И также четверка кубков в этой колоде, она показывает интерес. Ну, то есть, когда ты общаешься вот в этом новом обществе, с новым менталитетом сталкиваешься, это постоянный интерес и изучение. То есть мы знаем здесь, что это не совсем стандартная колода. Что вы в другой стране потеряете? Давайте посмотрим. Выпала карта Солнца. Если эта страна северная, то есть какая-то холодная страна, более холодная, чем климат, в котором вы сейчас живете, то ясно, понятно, вы потеряете тепло климата. Если, ну, погодные условия, да. Если эта карта показывает жаркую страну, то вы потеряете, наоборот, ощущение прохлады. То есть человек привыкает жить, где есть зима, и потом, переезжая в жаркую страну, он скучает по снегу. Поэтому слишком сильное солнце в стране может показывать, что вы будете скучать по холоду периодически. Это как бы климатические условия карта показала, что вы теряете свои привычные климатические условия и переходите к другим. Вот. Ну, что могу еще сказать? Карта показывает, что вы можете потерять слишком яркий блеск чего-то. Ну, то есть, когда человек живет очень стабильно, ровно, у него обычные друзья, у него есть спокойная жизнь, он чувствует себя под защитой, даже если ему кажется сначала, что что-то не так, он убеждается, что все нормально, но у него нет слишком сильной яркости и впечатленности жизни. Нет много ярких активных событий. Может быть, вы их потеряете, яркие активные события. Хорошо. Подойдет ли вам климат в новой стране? Давайте посмотрим. В другой стране подойдет ли вам климат? Карта восьмерка пентаклей показывает, что абсолютно да. Несмотря на то, что вы можете и кардинально поменять климат, но это все равно ничего не значит. Организм ваш нормально справляется. У вас, может быть, даже климатизации не будет. Или будет, но вы с этим, ну, как бы, допустим, можете не заметить или просто справитесь, потому что надо работать. Вот так. Сначала вы все равно будете, скорее всего, работать. И, может, вообще всегда, да. И карта показывает, что человек на работе, допустим, может не заметить акклиматизации или не думать о ней. Или просто сильный организм, который работает над тем, чтобы адаптироваться. Вот и все. Сможете ли вы устроиться на работу, найти работу в новой стране, в другой стране? Давайте посмотрим. Иерофант. Да, однозначно здесь два перекрещенных ключа и птица. Мы знаем, что это говорит о том, что у вас будет хорошая работа, стабильная работа. Может быть, опять же, да, карта показывает много лет на одном месте. Возможно, это какая-то просветительская деятельность, ученая деятельность или просто стабильная работа, такая как, там, не знаю, фабрика, завод, очень устойчивая фирма. Или работа, связанная с религиозной, благотворительной деятельностью, помощью людям. Но сам факт, иерофант показывает, долгие годы можно на одном этом месте просидеть. То есть, да, вы найдете работу очень вам по душе и стабильную. И последний вопрос, будет ли переезд. Ну вот состоится ли он на самом деле. Многие люди просто мечтают, допустим, о переезде, но они не знают, а будет этот переезд или нет. Либо просто загадываете срок. А состоится ли переезд, например, в ближайший год, полгода или там 5 лет. Давайте посмотрим. А состоится ли переезд? Колесо, да, да, однозначно. Переезд у вас в жизни будет. Это однозначно. Да, вы переедете либо в загаданный срок, если вы срок загадывали, либо вы переедете просто в жизни своей, будет переезд в другую страну у вас. Это совершенно точно. Ну, вот такая позиция номер 2. А мы перейдем к позиции номер 3. Состоится ли переезд, да? Сможете ли вы жить в другой стране? Давайте посмотрим. Сможете ли вы жить в другой стране? Состоится ли переезд в другую страну?
Третья позиция. И первая карта. Что вы найдете в другой стране? Так, ну мы здесь видим короля кубков. Мужчину. Так получается. В первую очередь это мужчина. Если вы женщина, это ваш любимый мужчина, которого вы найдете в другой стране. Тут уже без вариантов, совершенно точно. Собака при этом у меня гавкнула. Ну, какой это человек, король кубков? Он обычно очень мягкий, чувствительный и романтичный, или просто влюбленный мужчина. А вот если вы мужчина, то король кубков, он может показывать вашу жизнь, что вы станете творческим человеком, может быть, который чувствует других людей, помогает другим людям. И очень спокойный человек. Может, вы просто душевно успокоитесь в другой стране, понимаете? Будете делать то, что вы хотите, то, что вам в жизни нравится. Жить по тому чувству, что я обрел внутреннюю гармонию. Для женщины же это, ну, естественно, какой-то покровитель или муж, или поклонник, да? Ну, человек, которого она любит, который любит ее, может быть, вот так. И также это может быть ваш наставник. Что для мужчины, что для женщины. То есть надежный друг, который может помогать в любых ситуациях жизни. Хорошо, давайте посмотрим, что вы еще найдете в другой стране или приобретете. Первая карта явно очень хорошая, правда же? Что еще вы приобретете или найдете в другой стране? Вы найдете справедливость, вы найдете Луну. Два старших аркана. Ну, вы знаете, справедливость, она показывает, что вы можете прям в другой стране найти справедливость. Когда человек живет по справедливости, когда все честно. Я считаю так, что есть страны, где действительно ты работаешь официально, зарабатываешь официально, у тебя пенсия идет, да? У тебя стаж идет, выслуга лет. Все официально вокруг, бюрократия. Но при этом это справедливая бюрократия, и ты живешь, ты знаешь, что тебя ждет завтра. И через 20 лет, что тебя ждет, ты тоже знаешь. Понимаете? Ты можешь положиться на завтрашний день, и с карты справедливости она об этом говорит. Или справедливую оценку можете получить своих заслуг, способностей. Никто вас не принижает, не унижает, не хочет затоптать ваш талант, ваши дары. И вы можете себя реализовывать так, как вы хотите. А вот Луна, она показывает порой развитие экстрасенсорных способностей и интуиции. Что вы в другой стране можете раскрыться в этом плане, что вы можете в другой стране успокоиться, допустим, да, и начать видеть себя иначе. Может быть, получите какие-то откровения, может быть, даже книгу как бы начнете писать об этом, о духовной практике, об эзотерике, может быть, о каких-то ваших инсайтах, тоже вариант. И также Луна, она показывает, что человек может раскрыть свои таланты и сделать что-то в искусстве, такое очень яркое и интересное, творческий человек. Конечно, часто такое бывает, что это очень яркая фантазия. И эта фантазия, она может быть применима в другой стране. То есть люди берут ваши идеи на вооружение и осуществляют их на практике. Или помогают осуществить на практике вам. Но я считаю, это прекрасные карты. Давайте перейдем к тому, что вы потеряете в другой стране. Потому что наряду с тем, что вы приобретаете, вы всегда что-то теряете. Давайте посмотрим, что вы потеряете, когда будете там жить. Туз жезлов. Ну, туз жезлов, он показывает вот такой яркий запал. То есть, когда человек живет ровно, стабильно, хорошо, у него действительно может быть меньше ярких событий. У него он перешел в ту стадию, когда он занимается творчеством, ему спокойно, у него внутренняя гармония. Это может быть, допустим, стабильный брак, раз у вас выпал король кубков, что для мужчины, что для женщины может означать брак по любви. Но при этом, естественно, постепенно романтика в браке теряется, мы это знаем все. И это ровные отношения без уже вот этого туза жезлов, да, без яркой страсти. Но это неизбежно. Я вам так скажу, что когда-то мы теряем туз жезлов в этой жизни. У нас нет новых проектов, а у нас есть те проекты, которые мы постоянно реализовываем на практике, то есть добиваемся в них совершенства. И туз жезлов же это начало, это запал. А если вы уже этот запал осуществляете, вы его теряете, потому что вам нужно заниматься текущими делами. Может быть, здесь это означает. Хорошо, давайте посмотрим, подойдет ли вам климат в другой стране.
Но мы здесь видим карту десятка жезлов, которая показывает, что климат другой страны вам подходит очень плохо. Ну, простите, конечно, я не могу вам льстить или врать, потому что карта выпала тяжелая. Она показывает адаптацию длительную, и когда человек к каким-то климатическим условиям длительное время не может привыкнуть. Она показывает, как будто бы человек несет на себе тяжесть. А это значит, что климат будет для вас тяжеловат. И если это большая страна, постарайтесь найти в ней регион, где климат вам подходит в итоге больше. Может быть какой-то нюанс климата. Ну, например, там, не знаю, определенные насекомые, которых вы очень боитесь. Или животные. Многие боятся, допустим, переезжают в Индию, боятся этих, ну, как, тритон или как он там такой, ящерка. А они там в каждом доме живут. Кто-то боится плесени, да. Если вы переезжаете в холодную страну или там среднего климата, могут быть какие-то еще нюансы, которым вам просто неприятны, которые тяжелы для вас. Или холод, если вы переехали в среднюю там полосу, да, может быть, вы жили гораздо теплее. Вот, допустим, есть люди, которые с юга переезжают в среднюю полосу. Естественно, для них зима не очень как-то, да. И зима дольше длится, и летом как-то не тепло, понимаете? То есть вам будет тяжеловато в этом климате, вот, в который вы собрались, или в который вы переедете. Следующая карта. Сможете ли вы там найти работу в другой стране? Тройка жезлов. Конечно, тут корабли у нас прям поплыли. Может быть, эта работа связана с разъездами, переездами, с автомобилями, с транспортом, с судами, с самолетами. То есть любой транспорт может показывать. Также торговлю. Может торговлю показывать, предпринимательство эта карта. Карта говорит о том, что вы можете несколько раз менять работу в другой стране. Потому что здесь 3 корабля. Может, 3 раза будете менять работу. Работу найдете 100%, совершенно точно. И как будто бы даже она вам будет очень нравиться. Или это будет свой бизнес. То есть тройка жезлов очень часто показывает свой бизнес. И она сразу вам показала сам по себе переезд. Но все-таки спросим, а состоится ли переезд в вашей жизни в другую страну? Либо просто состоится ли, когда бы то ни было, да, вы спрашиваете, либо есть другой вариант, спросить в загаданный срок. Это только вам решать. Смотрим. Карта суд. Смотрите, карта суд, она иногда показывает полную реабилитацию жизни человека. И тогда, да, переезд состоится и реабилитирует вас как личность. То есть в какой-то, допустим, в той стране, где вы живете, вас как-то задавливали, ваши таланты задавливали, это все понятно. Но иногда карта суд показывает суд. То есть когда человеку судебные, допустим, приставы не дают выехать. Поэтому вам с этим, может быть, надо разобраться сначала, а потом уже пытаться выехать. Вот об этом тоже задумайтесь, пожалуйста. Не все так просто, не все так просто. А может быть такое, что карта суд показывает, что выезд только через отдачу, например, долгов, погашение каких-то там, не знаю, налогов, задолженностей или слишком долгое оформление документов. То есть есть проволочки иногда по этой карте. А иногда реабилитацию. То есть человек, допустим, долгое время не мог выехать в другую страну, у него все не получалось, а потом он реабилитировался, то есть постановил какие-то там, допустим, свои справки, документы, смог оформить визу, ему дали визу и так далее, и он смог выехать. Поэтому здесь двоякая трактовка, особенно если у вас есть какие-то задолженности. Ну, вот такая вот у нас позиция номер 3. А мы идем дальше. Сможете ли вы жить в другой стране? Мы смотрим 4-ю позицию. Наша бабочка. И первая карта, что вы приобретаете в другой стране, то есть что вы найдете там. Мы здесь видим 8 кубков. Ну, 8 кубков, она такая карта, да, она показывает здесь лодку, которая плывет, уплывает куда-то. То есть это сам по себе переезд. Что вы найдете в другой стране? Путешествие, да, путешествие, переезд, новый мир и себя. А вот карта сразу показала, что когда вы жили сейчас в старой стране, где вы живете, да, вы считали всегда себя не на своем месте. То есть, мол, живу не в своей тарелке, я должен быть в другом месте, я должна быть в другом месте, это не мое место. Я чувствую, что здесь все хорошо, все нормально, все приятно, но это как будто не мое место. Вот не мое, и все оно здесь, понимаете? И вы все время себя так ощущали, вот всю свою жизнь. Это не мое место,
Это не та страна, где я должен жить или должна. Не та обстановка, все не то в окружающем мире. Я хочу жить по-другому, я хочу жить иначе. Соответственно, что вы приобретаете? Место по душе, правда? Себя приобретаете. Что вы находите в другой стране? Место, где вы должны жить. Хорошо, смотрим еще 2 карты. Что вы еще находите в другой стране? 2 кубков и рыцаря жезлов. Для женщины это знак, что она находит большую любовь с рыцарем жезлов. Да? Ну, соответственно, так получается, так получается. Но рыцарь жезлов, он также может означать иногда, опять же, разъезды, путешествия. Как будто бы, может, в другой стране вы начнете путешествие еще по разным странам и по разным городам. Понимаете? Или работа, связанная с транспортом, разъездами, постоянным движением. Для мужчины то же самое. Он находит свою любовь в другой стране, это совершенно точно. Свою истинную любовь, свою половинку. И возможности путешествовать, быть ярким, быть подвижным, физически, может быть, как-то трудиться или заниматься фитнесом. И передвигаться. То есть активная жизнь. Вообще карта рыцарь жезлов часто показывает именно активную жизнь или активного человека. Поэтому либо для женщины это может быть любимый человек, в смысле как фигура, да, когда мы видим мужчину яркого, интересного, харизматичного, веселого, который до этого не собирался вовсе жениться и определяться, но потом вдруг встретил свою любовь в виде вас и решил все-таки определиться в жизни и остепениться, да. Либо здесь все что угодно может быть. Яркость, подвижность, занятие спортом, езда постоянная на автомобиле, связь работы с транспортом. То есть вот рыцарь жезлов такая многогранная карта. Но 2 кубков четко показала союз, любовь, поддержку, да? И обретение именно любви на всю жизнь. Очень хорошая карта. А что вы потеряете? Давайте посмотрим, а что вы потеряете в другой стране? Это важно. Императора. Вы как будто, если женщина, теряете одного мужчину и приобретаете другого. Хотите вы потерять его или нет, я не знаю. Но такое чувство именно вот что. Если вы замужем, вы можете развестись даже и найти другого мужа. Если вы мужчина, император показывает корону. Я теряю связь, допустим, с человеком, который давил на меня, ну, представим, начальник, отец, и приобретаю свободу в виде рыцаря жезлов, да, или корону, что это значит? Что раньше вы были руководителем, управителем, хозяином, а теперь вы свободная личность по рыцарю жезлов. Фигаро тут, фигаро там. То есть это может даже означать, что вы теряете свою власть. Что мужчина, что женщина здесь могут потерять свою власть и обрести любовь и свободу. Решать вам, переезжать или нет, правда же? Давайте посмотрим дальше. Подойдет ли вам климат в этой стране? В новой стране. Королева жезлов. Да, нормальная адаптация. Организм может по этой карте побороться, конечно, там выразить свои иммунитет показать. Там, ну, как акклиматизация проходит? Температура начинается, человек лежит. Ну, что теперь делать? Это переживаемо на самом деле. Это переживаемо. У кого-то сопли текут там длительное время. Но это проходит, то есть у вас организм явно адаптируется к новому климату, и вы сможете в нем жить комфортно, нормально, спокойно. В прошлой позиции, в 3-й, человек мог длительное время жить очень плохо в этом климате, и мучаясь в нем, да? А здесь нет, здесь адаптировался 1 раз и все, и живешь нормально, то есть никаких проблем. Поэтому ваш организм сильный, мощный, и наоборот будет чувствовать себя лучше в этом климате, то есть более здоровым, более ярким, более с хорошим иммунитетом и жизненными силами. Запас жизненных сил явно по королеве жезлов увеличивается, конечно. Сможете ли вы в другой стране найти работу? Давайте посмотрим. Ну, естественно, 3 пентаклей. Не просто найти работу, а как пчелка пахать. Во-первых, а во-вторых, вас оценят по достоинству. Карта явно показывает профессионала, как пчелка, да, человек трудится, все умеет делать на 5 с плюсом, и люди его ценят. Конечно же, в другой стране вас как человека, работающего, оценят на 100%. Неважно, бизнесмен вы, бизнесвумен или просто работник, даже просто продавец, хоть кто, вас там оценят и будут оплачивать по достоинству. И будут очень уважать.
Это будет очень хорошая, стабильная работа. Между прочим, можно найти работу на всю жизнь и одну, вот по этой карте. А можно просто знать, что всегда могу устроиться на работу. Меня всегда оценят. То есть, что вы найдете работу в другой стране, это без проблем. Главное знать язык, естественно. Ну, сами знаете, да, что без языка никак. Язык знать надо. Вот и все. Ну и будет ли переезд? Самая последняя карта, да? А будет ли переезд? И причем можете загадать срок. А когда вы собрались переезжать, да? Какой срок будет переезд? То есть, допустим, в ближайший год перееду ли я? Либо вообще в жизни состоится ли переезд в другую страну? Давайте смотреть. Вышла карта Королева Пентаклей. Она показывает, что в старой стране, в той, в которой вы живете, вас кто-то держит. Держит изо всех сил. Возможно, какая-то женщина, может, родственники. Вас будут держать до самого конца. Вы можете уехать, у вас есть такая возможность, карта положительная, с одной стороны, да, она показывает, что возможность уехать есть, если вы соберетесь. Но вас будет кто-то хватать и держать. Может быть, родители, может быть, мама. Может быть, просто какие-то люди, кто очень вам близки. Поэтому здесь состоится переезд, и все по вашему желанию. Но его надо как будто подождать по 7 Пентаклей. Карты медленные, я вам так скажу, и они говорят о том, что переезда придется подождать, или это будет позже загаданного срока, плюс вас кто-то явно держит. Вот такая вот позиция номер 4. Итак, всем спасибо за внимание. Надеюсь, что вы и другие мои расклады будете смотреть, которые сегодня у нас по темам. Следующий расклад у нас это «Кто сделает вам предложение руки и сердца». Я считаю, что это очень хороший расклад. И он может дополнить тот расклад, который вы уже посмотрели. Вернее, 2 расклада. Первый расклад был «В чем ваше призвание?», да? Кто вы по призванию. И я считаю, что это все очень нужные темы для человека. Поэтому давайте перейдем к следующему раскладу. Я взяла для следующего расклада колоду Таро «Фантастические мифы и легенды». Замечательная колода. Я считаю, что она как нельзя лучше раскроет личность, кто сделает вам предложение руки и сердца. Ну, естественно, это расклад больше для женщин, потому что мужчинам женщины не делают предложение руки и сердца. Но мужчины могут переворачивать. Вот. Я так считаю, что мужчины могут здесь просто описание женщины, которой они, когда бы то ни было, сделают предложение руки и сердца, вот могут увидеть здесь, да. Но больше всего, конечно, это расклад для женщин, да, то есть кто им сделает предложение руки и сердца. Вот. Приступим к нашему гаданию. У нас будет 4 позиции. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент вашего просмотра. 4 позиции. И пока я выкладываю карты, я вас приглашаю на индивидуальные расклады, консультации и ритуалы. Пишите мне в Viber, WhatsApp, ВКонтакте, в Instagram, в Telegram. Я вам отвечу, сообщу все свои условия, цены. И мы с вами обязательно поработаем. Итак, первая позиция будет яблоко из полосатого оникса. Вторая позиция у нас будет радохразит. Третья позиция черепаха из тигрового глаза. И 4-я позиция флюоритовая пирамидка. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, а мы начинаем с 1-й позиции. Кто сделает вам предложение руки и сердца? Кто сделает вам предложение руки и сердца? Итак, наше первое яблочко. Смотрим первую карту, которая здесь выпала. Это карта правосудия. Но правосудие здесь показывает грозного воина, правда же, в этой колоде? И мы понимаем, что это очень яркий человек. Яркий, с завышенными лидерскими качествами характера. Очень мужественный человек, возможно, даже с прокачанным телом, как здесь на карте. Такое бывает, что человек следит за своей фигурой, ходит в спортзал и старается там выглядеть замечательно. У него мощное тело, у справедливости вообще всегда мощное тело. И это человек такой статный, да, статный. Старается поддерживать классический стиль в одежде, но бывает всякое. То есть бывает просто, что человек, допустим, если даже что-то выбрал,
повседневное, но он старается это использовать тоже как некую классику. То есть классика повседневности тоже такое может быть по карте. Человек всегда старается быть ответственным по этой карте. Он любит вот именно не гражданские браки, да, а официальные браки. Он знает, что ему в жизни лучше определиться, там, жениться, да, поэтому и делает предложение. Он на стороне того, чтобы был институт семьи, чтобы семья была крепкой, чтобы поддерживать семейные традиции. Это очень разумный человек. Он отвечает за каждые свои мысли, за каждые свои поступки. Если он сделает вам предложение, это основательное предложение, которое он взвесил, понимаете? Которое было не просто вот наобум сказано предложение, а именно человек подготовился. Здесь мы видим, возможно, даже вот такое вот, ну, тут голова, конечно, но как бы вот даже поза такая, как предлагаю руку и сердце, и вот тебе кольцо. Поэтому такой человек может классически предлагать руку и сердце, и очень честно смотреть в глаза и дарить кольцо, понимаете? Это может даже быть в такой вот обстановке в официальной, и человек может соблюсти все традиции. То есть, когда он там к маме, к папе пришел, со всеми познакомился, знаете, вот это вот все собрал вечер, сказал, сегодня у нас помолвка, и дарит при всех кольцо. Даже такое бывает. Или в ресторане, знаете, на каком-то романтическом ужине. То есть, это очень благородный человек, светлый человек. Давайте добавлять про него несколько карт, чтобы узнать, а какой он еще. Мы должны описать его со всех сторон, посмотреть все нюансы. Императрица, 8 кубков, влюбленные, паж жезлов, ой, паж кубков, простите, паж кубков. Ну, я тут могу сказать так, что, конечно, этот человек, возможно, уже в вас влюблен. И ну, либо будет любить вас вот прям сильно-сильно-сильно от всей своей человеческой души. Он умеет любить, это правда. Он очень благородный. И такой человек может быть страстной натурой, но он страсть не ставит в жизни на первое место. Для него главное — это семья. Вот я это вижу так, что для человека главная семья, чтобы у него был дом, дети. Понимаете? Или даже если вы уже в возрасте, этот человек чтит семейные традиции и будет уважать как своих детей, так и ваших, и всех познакомит друг с другом. И это, я считаю, очень хорошо. С таким человеком может получиться прекрасная семья, и это очень светлый человек, очень добрый, отзывчивый, благородный. Он может помогать другим людям, заниматься даже благотворительностью. Но для него все-таки семья на первом месте. И он сначала поможет всем членам своей семьи. Ну и вашей, конечно. Карты показывают работоспособного человека. Он любит красоту и комфорт. Да? И он обладает тонким вкусом. То есть ему нужно, чтобы вокруг в доме было все чисто, убрано и было очень красиво. То есть, чтобы вся мебель была дорогая и приятная такая. Он хочет, чтобы вся его семья жила именно благородно и хорошо. Поэтому нужен хороший дом, хорошая квартира, внутри их приятная обстановка. Вот он следит за этим. Ему это важно. А вообще карты говорят, что если ему что-то не нравится, такой человек может уходить. Это правда. Но если вы его будете доводить, если вы будете над ним издеваться, он поймет, что он не на своем месте находится, и он уйдет. Но в остальных всех случаях он останется и будет сражаться за свою семью и за свой брак. Он будет стараться привыкнуть, он будет стараться даже терпеть ваши какие-то капризы, но до поры до времени. Если вы его не доведете, он останется. Если доведете до белого коленя, уйдет. Тут зависит от вашего характера, потому что сам по себе человек очень покладистый и знает, что он очень часто бывает прав, и если вы будете все время с ним спорить, ему это не понравится. Он считает, что он глава семьи, он прав. И спорить с ним, наверное, не стоит. Бесполезно, может быть, даже. Если он что-то уже указал, сказал, лучше не спорьте. Если у вас дурной характер, это только будет от вас и зависеть. Потому что в остальных случаях здесь люди останутся вместе, и у них будет прекрасная семья. Этот человек будет вас всегда любить.
Я думаю, что по карте влюбленный, и вы можете в ответ его любить, но только вот если у вас хороший характер. Вот такая вот первая позиция. А мы перейдем дальше. Позиции номер 2. Позиции номер 2. Кто сделает вам предложение руки и сердца? Наш Радахаразит. Первая карта как раз-таки двойка кубков, да? Двойка кубков. Человек, влюбленный в вас от всей души, сделает вам предложение руки и сердца. И, скорее всего, этот человек вас любит сегодня, сейчас, даже если вы об этом не знаете. Это очень добрый человек, приятный человек, человек-союзник, который может заводить союзы, примирять других людей, объединять других людей. Это невероятно коммуникабельный, добрый, творческий, отзывчивый человек, умеющий помогать. Карта показывает гармоничного человека, у которого во внутреннем мире все в порядке. Это не сломанный, не сломленный. Даже если в жизни были какие-то трудности, он все равно остается вот как с философским подходом, что все можно преодолеть, он оптимист. И, конечно, он очень уравновешенный, он не будет скандалить. Я сейчас по другим картам, конечно, тоже посмотрю, но пока что не вижу в нем буйности. Он всегда настраивается на взаимодействие и довольно эмпатичен, то есть он чувствует эмоции других. Если вот он считал эти эмоции других, он может повестись на них, это правда. Но чаще всего он просто почувствовал и отпустил. Однако понял настроение, даже если человек не показывает это настроение. Это очень привлекательный человек для вас, симпатичный для вас, индивидуальный для вас. И он умеет нравиться именно такому типу людей, как вы. А может быть, просто вам, может быть, у вас уже взаимная любовь. Ну, карта же это показала. Двойка кубков, взаимная любовь, да? Человек, там, 90% из 100 по этому раскладу уже вас любит. Ну, и, скорее всего, вы любите его, вот и все. Давайте же разворачивать, вытащим еще карты на этого человека. Кто сделает вам предложение руки и сердца? Так, мы видим здесь 9 мечей, 10 мечей, башню и 9 жезлов. Вы знаете, тут история разворачивается. Вот я это так вижу, именно история. Может быть, вы из-за этого человека плакали. Может, у вас был момент расставания. Понимаете? Может, было полное разрушение ваших отношений. Либо такой вариант, что у этого человека в жизни были гигантские потери. Гигантские. Вот либо вы уже расставались, и потом вы просто спасете ваши отношения и восстановите их, да? Поборетесь за них по 9 жезлов. Либо у человека были невероятные потери в жизни. Может быть, он так философски смотрит на этот мир, что прошел огонь, воду, медные трубы, потери близких, смерти близких, разводы, расставания невероятные, сложные, да? Потери работы там. Вот знаете, вот как будто человек пережил все самое худшее уже в прошлом. И либо между вами самое худшее в прошлом, либо этот человек пережил вот все самое плохое, болезни, может, какие-то, вот что-то тяжелое такое на него навалилось, вот рухнул его мир просто. Он был долгое время в депрессии, он еле-еле вытащил по 9 жезлов себя за волосы из кризиса. Поэтому он такой добрый, поэтому он такой коммуникабельный, приятный, симпатичный для других, для вас. Потому что он философски вот, чувствует, да, вот уже, что нужно ко всему подходить просто с духовной стороны, и что этот мир, он такой, какой он есть. Он с ним смирился. Поэтому он знает, что каждому нужно быть добрым, потому что ты не можешь одеть сапоги другого человека и пройти его путь от и до. Он всех понимает, потому что знает, что он был много раз не понят другими. Он всех понимает, потому что знает, что нужно быть добрым в этом вот таком вот мире нашем, да, нужно быть добрым. Если ты будешь еще и злым, то что же ты внесешь в этот бренный мир? Он и так с испытаниями, он и так имеет множество таких разных граней, да. Ну как же ты можешь еще быть злым? Он это все отлично понимает. И вот такой человек, он мог пройти многое. Даже войну мог пройти, понимаете? Потому что видно, что он уже все осознал. Он понял, что он вырос духовно. Он старая, зрелая душа, даже если он молодой.
И этот человек вызывает у вас приятные чувства. Поэтому я могу сказать, скорее всего, вы его знаете. И, возможно, у вас уже все такое было, вот самое ого-го. Или просто знаете его историю, что он очень многое прошел в жизни. Здесь есть за что бороться, здесь есть кого любить, и здесь есть что строить. Потому что все было когда-то разрушено. Строительство будет на пепелище. Вот так могу сказать. Здесь все выстроится между вами, но на пепелище. Ну, такая позиция номер 2. Загадочная. А мы перейдем к позиции номер 3. Кто сделает вам предложение руки и сердца? Надеюсь, черепах тут должна быть. Нет, не должна быть, да? Тут должна быть флюоритовая пирамидка. Я не помню. Я честно не помню, кто за кем шел. Не могу вспомнить. Ну, может быть, вот давайте пирамидку возьмем, а потом там, ну, значит, судьба такая, да? Может быть, судьба такая. Если что, я там напишу. Вот. Ну, кто сделает вам предложение руки и сердца, это колесница. Колесница — это ядрёный такой человек с лидерскими качествами, и управляет только он. Вот никак иначе быть не может. Это лидер. Лидер такой, что лучше не спорьте с ним. Это он поведет колесницу вашей судьбы и жизни, и любви, и ваших отношений, и брака. Нельзя с ним спорить. Он верховодит, а вы должны подчиняться. И идти за ним, ехать в его тарантайке и молчать. Он любит личности, это правда. Но переспорить такого человека не просто невозможно, а не надо. Он лидер, и этим все сказано. Попробуйте его затоптать, он вам покажет, как говорится. Это страстный человек, умеющий добиваться в жизни своих целей. Кто верховодит обычно повозкой, как вы думаете? Либо полководец, генерал, либо император. Смотря в какой истории как. Здесь это, ну, явно как император, да? И мы знаем, что раз он все-таки является ого-го каким, то лучше с ним не спорить, а понять его лидерство и знать, что он глава семьи, и все. И, естественно, такой человек может и делать предложение с напором. Я хочу быть с тобой, выходи за меня, да? Такой вот прям весь ого-го такой, главный, важный такой. Человек может быть хорошо сложен, иметь мощное тело, фигуру развитую, а может иметь харизму развитую. То есть человек может даже быть, не знаю, там маленьким, тощеньким, но вот с такой сметающей все на пути энергетикой, что все вокруг понимают, что это он главарь, что это он, пусть маленький мужичок, но президент, да, там, или там какой-нибудь руководитель фирмы. И, соответственно, знают, что ему надо подчиняться. У него харизма зашкаливает, у него лидерские качества зашкаливают. Да? Такой человек заходит, и все вокруг на него смотрят. Смотрят ему в рот, смотрят на него. Он может стать богатым. А еще колесница показывает иностранца, человека приезжего или из другого города хотя бы. Того, кто находится сейчас на расстоянии от вас. Это совершенно точно. Потому что иначе бы просто император выпал. Смотрим еще карты. 5 жезлов. 6 жезлов. 4 мечей. Маг. Но этот человек знает, когда ему бороться и кричать, а когда говорить. Совершенно точно. Он уже это научился делать. Это лидер, но продуманный лидер. Когда-то он знает, что вот ему надо поорать, пожестикулировать, прям такой вот весь. А иногда он знает, что ему лучше промолчать вот здесь вот, надо промолчать, и тогда будет все по его. Все равно будет по его, он очень хитрый. Очень хитрый и очень яркий. У него бунтующий характер. Здесь вообще Овна видим, да? Но это не обязательно Овен, конечно. Я вообще тут гороскопы не буду говорить в этом раскладе. Тут, наверное, дело в характере просто, что у человека яркий, конфликтный характер победителя. Он завоевывает все, вас завоевывает точно. И будет завоевывать. То есть, если вы сейчас его не знаете, он вас завоюет прям. Нахрапом возьмет, понимаете? Именно давление, нахрапом. Хочу быть с тобой, ничего не знаю. Это ты моя женщина, понимаете? Вот так, именно так. По-другому он даже себя не может проявлять. Он прям все берет вот с этой жизни, завоевывает, все берет.
Я этого хочу, и это будет. Вот понимаете, это сейчас я тебе не нравлюсь, а потом понравлюсь обязательно. Вот такой человек. И этот человек, он все равно действительно добьется своего. Вам это надо понять. Может быть, он, конечно, вам сразу не понравится. Может такое быть. Но впоследствии он все равно возьмет свое. Возьмет свою энергию от вас. И если вы выйдете за него, вы знаете, что вам придется мириться с его дурным характером. А характер, правда, дурной. Он часто звездит. Что это значит? Он как светило такое домашнее. Поклоняйтесь мне тут. Я домашний король-император. Понимаете? В своей фирме там или в своей работе он тоже приходит, у него грудь колесом. Он может быть либо правда фигуристый, да, либо от горшка до вершка, но все знают, что это он тут самый-самый. И, ну, маг, он и есть маг. Манипулятор, яркий. И колесница манипулятора явного показала. И шестерка жезлов тоже. А четверка мечей показывает точно, что вот где-то он такой хитрый, что он может просто промолчать. Тогда, когда это правда надо. Или подождать. Вы знаете, есть такие люди, которые увидели мошенников там, или что их пытаются обмануть, надуть, и они ставят ловушку и подсекают, да, ждут. Когда в эту ловушку все сейчас попадутся, и я их сейчас всех тут нагрею, прям вот сейчас я над вами поиздеваюсь по-черному. Вот знаете, вот такой человек, хитрюга прям. И прожженный такой прям, ну, яркий и прожженный. Это все равно вам решать надо, не надо, но он, мне кажется, решил за вас. Ну, вот такая позиция номер 3. Или 4, непонятно сейчас. Немножко я запуталась. Ну, уже 3-й расклад, чего хотите. Переходим к 4-й позиции. Наша черепаха из тигрового глаза. Может, это и 3-я, я не помню. Вот. А может, я вообще их все перепутала уже. И кто сделает вам предложение руки и сердца? Тайм-коды я расставлю соответствующие. Паш мечей. Ой, какой тяжелый. Вы знаете, Паш мечей — это человек, у которого было трудное детство. Он может быть симпатичным и всяким, и хорошим, вам кажется, и все, но это роковой человек, роковой мужчина. Ну, правда, это роковой мужчина. Всегда. У него заскоки. Почему у него заскоки? Он никому не верит в этой жизни. У него было трудное детство, тяжелые испытания в прошлом, сдвинутая психика, психологические травмы. Я не знаю, каким он образом решится вам сделать предложение. От него этого очень трудно ожидать. Правда, очень трудно. Это такой вот человек, очень тяжелый. И почему он тяжелый? Потому что его сделали тяжелым. Душа так выбрала родиться. Все равно душа не может родиться в какой-то семье, в каком-то теле просто так, с ровного места. Она идет, чтобы ждать свои испытания, да, чтобы испытать то, что она хочет в этой жизни, в этом теле испытать и получить определенный опыт. Понимаете? И он пришел получить свои испытания. Он пришел биться об людей, как об стену. Как он вам поверит? Это надо сильно любить. Поэтому, наверное, и сделает предложение. Потому что не верит никому, ревнивый, колючий, неромантичный совершенно, противный человек, который может быть еще и со злым языком, заковыристым. Часто обладает средней фигурой или худой, поджарой фигурой. Это редко бывает толстый человек, очень редко. Это скорее такой худоватый. Худоватый, он может быть не накачанный совершенно, не надо ему это. Он просто такой полуспортивный, такой полупокер, как я говорю, да. То есть у него средняя фигура, вот и все. Он может нарастить там со временем в жизни живот, но у него кроме живота ничего не будет. У него просто будет средняя фигура и все, там средний 45-летний живот, и не более того, понимаете? То есть это не будет все равно большой, толстый, тучный человек. Они чаще всего сухие, суховатые такие люди или средние. Ну, что еще могу про него сказать? Здесь он рыжий, конечно, но он, мне кажется, тут просто как бы себе накрасил, да. А на самом деле они бывают как больше так русые, светло-русые, средне-русые, темно-русые, как. Ну и вообще чисто жгучие. Наоборот, черный весь брюнет, там с черными глазами, орлиный. Вот. Ну, давайте разворачивать. Пятерка кубков, извиняюсь.
Паж Пентаклей. Ой, рыцарь Пентаклей. Рыцарь Пентаклей. Суд. И 4 кубков. Или наоборот. Это паж у нас, а это рыцарь. Извиняюсь, у меня с этой колодой, с этими буквами не очень. Ну, сам факт. Я передаю просто информацию, как она есть. Смотрите. Этот человек, возможно, даже в жизни терял себя. Он не знал, чем ему заниматься, кем ему быть. Много чему мог учиться, но каждый раз разочаровывался. Мы здесь видим чудовищ. Мы видим 2 чудовищ на картах. Это 5 кубков и 4 кубков, которые показывают кризис личности. И мы понимаем, что этот человек явно считал себя монстром в прошлом и часто совершал негативные поступки. Он был разочарован во всех и вся. Он не знал, чем ему заниматься, что ему делать, как ему в жизни быть. И, может быть, до сих пор не знает, если честно. По этим картам человек мог не определиться с профессией. И так и не знать, кто он, что он и зачем он вообще в этом мире живет. Такой человек может, ну, знаете, быть очень злым, очень таким неприятным, постоянно подковыристым. Карта суд говорит о том, что он мог предаваться кармическому правосудию или даже физическому правосудию, что его могли судить, у него могла быть судимость. Сложная жизнь, сложное прошлое, сложное будущее. Я вам советую подумать, а стоит ли соглашаться на это предложение? Потому что человек зол внутри, он не знает, кто он, что он. Через вас он может искать себя. И это хороший работник только вот по этой карте. Более-менее старающийся что-то сделать в жизни, но со средним доходом. Я его богатым не вижу. Я его вижу с такими испытаниями в жизни, что из них очень трудно выбираться. По карте суд может быть жизненная реабилитация, но он после нее все равно идет в 4 кубков, которая показывает: ой, я так и не знаю, кто я, ой, как мне скучно жить, я вообще. Я себя так и не нашел, и вообще он может спиться, может просто разлениться, лечь на диван в депрессии и не знать никто, ничего, он излится внутри. Может заболеть такой человек. Простите меня, но я не знаю, какое у него будущее, насколько оно действительно есть. Оно может быть, оно у каждого из нас есть, это будущее. Только какого качества? Вот в чем вопрос. Это роковой человек, роковой мужчина. И он может испортить вам жизнь, к сожалению. Вы получите от него предложение руки и сердца, но не соглашайтесь. Потому что вы можете его любить, он может быть для вас роковым. Почему? Потому что вы можете зависеть даже от него. Но он не умеет проявлять себя, он потерял себя. Он не знаю, найдет ли. А вы спасатель, что ли? Никогда не будьте спасателем для человека. Если видите, что что-то не пошло, что человек все злится каждый день все больше, разочарован в жизни все больше уходит в себя, отмалчивается, уходите тоже от такого человека. Не надо портить себе жизнь с таким человеком. Ну, такая у нас позиция. Наверное, 4-я. Всем спасибо за внимание. На грустной ноте закончили наши 3 расклада. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал Life, а также канал Школа Таро Альвиен. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на каналы и жду вашего мнения о раскладах. Надеюсь, все 3 вы посмотрите. Всем пока и до новых встреч.